что Олимпия не была городом, где люди жили, да, как Афины, как Спарта. Это только святилище. Все, что мы увидим, это храмы, стадионы и все, что с ними связано. Разные такие вспомогательные объекты. Но люди здесь не жили. Только в доисторические времена жили, были как поселения, да? И потом в средние века опять вернулось все как бы на круги своя, опять люди заселили это место просто как поселок. Вот слой, где мы стоим, да, земли, вот вся Олимпия была на такой вот высоте сейчас, в 19 веке, когда археологи начали раскопки. Это связано с речками соседними. Олимпиада алдында жаттығатын жерлер екен. Реставрация жасалып жатыр екен. Что хотел сказать? Вот здесь была гостиница, отель. Возможно, первый в мире отель. Да. Потому что люди там издалека приезжали. Большая часть посетителей жили в палатках. Вот у них такие палатки, вот здесь чуть-чуть дальше идет река, это большая река Алфей. И они вдоль реки ставили палатки, ну, чтобы доступ к воде был, чтобы попить, животных кормить. Да. Но самые-самые богатые, элита, которые приехали посмотреть, они, конечно же, хотели с комфортом жить. Для них построили отель. Да. Причем очень красиво они сделали. Там, ну, так сложно объяснить, внутри, в самом центре бассейн был. Правда, не для купания. Древние греки не купались в бассейнах, это просто для красоты и для прохлады. Вода в этот бассейн. Это римляне первые придумали. Сразу все уносили. Я вам покажу. Их много здесь. Вот. А это самый-самый главный, самый большой храм. Храм. Он был 20 метров, даже немножко больше. Картиночку, как себе представляют ученые, как выглядела скульптура Зевса. А вот так, смотрите, он посередине сидел, и вокруг тоже были колонны, да, они там внутри храма были, но их не восстанавливали. Видно их основание, вот если посмотрите сейчас. Ника, Джинс, Кудайна, Суреты, статуя Строганы. Прямо на ухо засвистело. Храм конкретно. Редко заходили внутрь храма, потому что храм считался домом для Бога. То есть они строят храм, чтобы там конкретно Бог жил. А молились этому Богу снаружи, за храмом, не внутри. Да, ну заходили, но редко. Да. Не сразу напротив, а немножечко в сторонке он там стоял. От него вообще ничего не осталось. Когда Греция стала христианской страной, первые христиане, они настолько сильно ненавидели языческие культы, оттуда можно было уже черпать чистую проточную воду. Ну, это по-гречески это сосна. Может, какой-то вид, да, но это сосна. Ну, у нас такой сосны нет, по-моему, да? Они же виды всякие разные. Это греческая сосна. Тише какое-то короткое, типа, что вот такой-то победил, вот как-то так писали. И вот, если присмотреться, вы увидите, как след от ноги, стопа. Да? Вот это, ну и тут такая же была, они на отломалась. Как бы это оставляли. Да, памятник стоял, да. Вот это это как бы артикль, как в греческом, как в английском языке the. Вот это то, скорее всего. А койнон, это имя получается. И это получается как сокращенное от тон, то есть посвящено койну, то есть и получается дальше имя сына, это тон, Ахайон. Ахайон это название региона, то есть вот этот койнон из региона Ахайя, где я живу, это на севере, это еще один соседний регион.
коинам из Ахайи. Хайон. Может быть, дальше название населенного пункта Калавли. Вот есть такое место Калаврита. Вот повторяется. Да, Ахайон. Да, еще раз. Вот тут может быть имя Пелопс, вот что-то такое вот. Это может быть его отца так звали, Пелопс. Он... Холм Хроноса. Стадион, да. Старт, вот эта линия мраморная, камни. И в конце есть точно такая же линия из мрамора, там, соответственно, финиш. Между ними, этими линиями, 192 метра. Это то, что я вам говорил. Геракл своими стопами померил 600 стоп, отмерил. Да. Зрители сидели, соответственно, на вот этих склонах по кругу, да, вот такая подковообразная арена. Но, скорее всего, не было трибун, сидений, да. Каменных точно не было, иначе хоть что-то бы сохранилось. Может быть, были деревянные, по крайней мере, внизу, для каких-то почетных зрителей. Но от дерева ничего не осталось, поэтому вот не можем точно сказать. Но точно были для судей кресла. Видите, там с правой стороны каменная ограда, ну, посередине стадиона. Вот там судьи сидели, 10 человек. Для них точно были стульчики. И еще одно важное место. Вот напротив подставка для трона, для кресла, на котором сидела единственная женщина, которой официально можно было. Все-таки одной женщине можно было. Это была жрица богини Диметры, богини плодородия. 192 метра. Зевс же, да? Геракл. Геракл измерял своими шагами. Да. Вы что, 600 шагов, да, вы сказали? 600 стоп, вот так вот. Вот так. 600 стопа было, и это 192 метра было от роста. 600 стоп Геракла. Вот отсюда, наверное, вот надо считать. Надо как-нибудь приехать самому без экскурсии и посчитать. Да, совпадет. Скажу, что я в Геракле. Вы живете? 10 лет. В многих регионах Греции очень сухо. Нету красоты. Ну, есть своя какая-то красота, но вот мне нравится, чтобы зелено было. А еще тут песчаные пляжи мне нравятся. Там купаться приятно. Особенно с детьми. Да. Роберт, мы все-таки должны в час идем. В час 30 мы должны быть на Геракле. Ура! А вы на лодной линии остановились, да? Мы думали... Стадион как реверс. Ведь в Олимпию приносили много даров. И золото, серебро, и бронза, и всякие трофеи, оружие, щиты, доспехи, статуэтки разной формы. Все подряд. И этих даров было так много. Олимпияға келгендер алып келетін осы бұйымдар подаркілер сақталады екен. Сол подаркілер қазыналар сақталатын жер екен. Алтарь храма Геры. Вот эти вот камни, блоки внизу. И вот как раз здесь зажигают огонь. Вот здесь, Да, на этом алтаре. на этом алтаре зажигают огонь. У меня есть фотография, я вам покажу. Мына храм болған ғой мына Кто не жерде. смотрел никогда церемонию зажжения огня, чтобы вы посмотрели, как это происходит. Вот именно этот храм у вас есть здесь? В музее будет реконструкция, там посмотрим. Вот, смотрите. Вот видите, тут вот эти камушки внизу, это вот этот алтарь. Перед ним встает девушка, ну, в костюме, типа как жрица. И там чаша такая металлическая, которая фокусирует солнечные лучи.
То есть от солнечных лучей зажигается огонь. Да. Понимаете, да, этот процесс, как линза, она фокусирует свет, и факел с легко воспламеняющимся материалом зажигается. И потом его уже несут. Храм Да, перед этим храмом на алтаре. на алтаре. Алтарный. Ну, это раз в 4 года, когда Олимпийские игры. Они прям зажигают, да? Да, да. Потом несут в Афины. В Афинах тоже есть Олимпийский стадион. Тот стадион, где уже в современное время, в наши дни, впервые организовали спортивные, ну, эти олимпийские соревнования. Из фонтана стекало в эти бассейны, и было много скульптур установлено. Ну, не из кирпича все было, как сейчас мы видим. Кирпич — это каркас, а сверху над кирпичом мраморные плиты были закреплены. Поэтому оно все красиво мраморное было украшено, со скульптурами, с водичкой. И вот именно отсюда вот эта водичка потом по каналам текла по всей Олимпии. Каменные ступки.